Малгобекская оборонительная операция явилась поворотным событием в битве за Кавказ. В течение месяца в результате ожесточенных боев город 14 раз переходил из рук в руки. И эти дни навсегда вошли в историю ингушского народа. В итоге враг все-таки отступил. О том, какой ценой Малгобек заслужил звание «Город воинской славы», в репортаже Хади Добриевой. Ни домов, ни дорог, ни даже деревьев. Таким до сих пор помнит Малгобек, один из его героев-защитников. Хизир Гулуев попал на фронт в 16 лет, в 42-м. Здесь плечом к плечу с боевыми товарищами пулеметчик, не уставая, обрушал огонь на неприятеля. Я был пулеметчиком здесь, Максим, станковый пулемет. И смотрите, дружба какая была. Осетин я, украинец Барсила, Орехов, чуваш, русский этот. Вот 5 национальностей, 5 человек на одном станке, как братья мы воевали, шутили и так далее, и так далее. Мы поняли свой долг перед Родиной. От души. Все памятные мероприятия, годовщину освобождения Малгобека и День Победы ветеран всегда встречал в родном городе воинской славы вместе с однополчанином и боевым товарищем Алаудином Шадиевым, еще одним защитником Малгобека. Только в этот раз все будет по-другому. В конце прошлого года Алаудина Шадиева не стало, а 3 января этого года Малгобек отметил ровно 75 лет со дня освобождения от немецких захватчиков. Взрослые рассказывали, какие были жестокие бои в Малгобеке. В честь этого его назвали «Город воинской славы». В годы войны Малгобек стал символом всесоюзных рекордов по добыче нефти. Забыв о сне и отдыхе, труженики тыла добывали нефть и строили оборонительные сооружения. И только пушечная канонада над Тереком прервала эту работу. Немецкая танковая армада, войдя на территорию нынешней Ингушетии, устремилась к Малгобеку сразу с 3 направлений. В сентябре 1942 года на Малгобек обрушились 1000 тонн бомб и снарядов. В городе добывали высококачественную нефть, одну из лучших в СССР. Она шла исключительно на производство авиационного топлива. Не случайно в битве за Кавказ германское командование поначалу придавало даже большее значение, чем Сталинграду. Но советские войска нанесли поражение танковой армии противника и сорвали план гитлеровского командования по захвату бакинских нефтяных месторождений. Нефтяной голод, можно сказать, вот, в принципе, это и остановило их здесь. А наша задача, конечно, была, чтобы не дать им сделать этот глоток нефти. Ингуши, жители Малгобека, работали на нужды фронта и помогали выхаживать раненых. Когда нефтяники уходили на фронт, им на смену вставали женщины, старики и дети. 80 000 человек рыли к западу от города противотанковый ров длиной в несколько километров. Харчи Гандалоев в свои 10 лет был участником Малгобекской оборонительной операции. Мальчик помогал защитникам как мог, подавал патроны солдатам и вместе со взрослыми рыл траншеи и окопы. Ширина 2 метра, глубина. Уж траншеи, чтобы сопротивляться немецким солдатам, не переходить через траншеи. Копали старики, мы там помогали. Вражеское наступление было стремительным. За несколько дней были захвачены Ставрополь, Армавир, Краснодар. 25 августа пал Моздок. А в начале сентября вышли на подступы к Малгобеку. Газета «Красная звезда» писала о боях у Малгобека. Здесь завязался важнейший узел событий второго года Отечественной войны. От исхода боев на юге зависит судьба Отечества. Очевидцы событий вспоминают, что на терских ребят было страшно смотреть. Склоны были усеяны солдатами и нашими, и немецкими. Город был полностью разрушен, но нефть противнику не досталась. День немец наступает, а ночь мы наступаем. Отбиваем вот эти все атаки. Атака за атакой. Танки идут, пехота идет, цепями отбиваем. Самолеты нас бомбят. Дети, женщины, старики трупы собирали. Ну, очень много улегли, но победа выиграли. Победа выиграли. Без потерь война не будет.
Шестую Малгобекскую школу захватчики превратили в крепость. Ее выгодное расположение на возвышенности давало противнику немалое преимущество. Для них был хороший обзор, потому что все 4 стороны видны были как на ладони. Наши войска находились в низменности Терского хребта. На высокой горе находились немцы. Но на первом этаже у нас в школе находилась конюшня. На втором этаже было как и отдых, и обстреливание солдат по нашим войскам. А третий этаж был для генералов и для офицеров. Исход Малгобекской оборонительной операции оказал серьезное влияние на боевые действия под Новороссийском. В самый напряженный момент противник был вынужден перебросить на кавказское направление дивизию «Викинг», ослабив тем самым свою 17-ю армию. В энциклопедии 1954 года дается очень высокая оценка Малгобекской оборонительной операции. Просто я бы хотела зачитать, буквально процитировать, что сказано в этой энциклопедии. В ходе Малгобекской оборонительной операции войска Закавказского фронта активной и упорной борьбой не только сорвали захватнические планы врага на Кавказе, но и не позволили ему осуществить переброску сил с Кавказа под Сталинград, что явилось одним из условий для последующего полного разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В музее Малгобека хранится огромный фонд фотографий его защитников. Майор Филиппов командовал крупнейшим танковым сражением на Кавказе. Владимир Петров, впоследствии герой Советского Союза, был в том сражении командиром танка. Было 4 против 60 танков противника и мотострелковой роты. И в этом бою они, используя то, что у них было более удобное место маневренное, они смогли в этом бою уничтожить около 35 танков противника. А Петров лично со своим экипажем уничтожил 14 танков противника и почти до роты пехоты. За 4 месяца боев немцам так и не удалось захватить город. Они заняли его западную часть, но продвинуться дальше уже не смогли. Именно здесь был положен конец немецкому наступлению на Кавказе. А в начале января 1943-го перешедшие в наступление советские войска начинали освобождение Кавказа. У них силы больше было, но все равно наши ребята сильнее были. Ценой огромных потерь Малгобек и Сталинград не покорились врагу. В 2007 году указом президента Владимира Путина за мужество, стойкость советской армии и героизм ингушей городу Малгобеку было присвоено почетное звание города воинской славы. Хади Добриева, Зарема Илоева, Хава Султыгова, Новости 24.